Мы ваши кандидатуры предлагаете в совет. Давайте определимся количеством членов совета. Сколько? Ну, сколько? Может, подождите, председатель. Никогда не будет много. Потому что работа общественная, один, если будет не успевать, другой может его подстраховать. А если мы не в совете, не это, да, другой может сказать, что мне, Келеманда, Буламбой, хотите мером Чумса, Синдерстингер. Мы эти опыты имеем, вот, да, по Казахтыле, по Мурагеру. Почему у нас Казахтыле, там в обществе там 24 в совете, да? Пришлось 25 там, да, увеличивать, потому что не все всегда имеют возможность в свободное время, там, да, так как мы все знаем, что это общественная работа. Можно я? Поэтому, да. Ну, как мы знаем, да, у нас должен быть совет старейшин и совет молодежи. Правильно? Да. Работа с молодежью это обязательно. С детьми надо заниматься, участвовать на международном олимпиаде, который ежегодно проводится в Казахстане. Поэтому работа с молодежью обязательно. Пусть будет совет молодежи. Кому-то поручим, пусть если молодежи. Нет, это могут исполнять, наверное, ваши замы. Вот когда вы совет изберете, вот я согласен здесь, ну, мое личное мнение, не как председатель, да, совет старейшин. Я здесь согласен, ему надо избрать отдельно, да, и вот тот совет, который будет непосредственно с вами работать, вы из этих членов совета можете потом распределить, там, скажем, а вы будете там заниматься той молодежью, там, да, вот вы уже можете им быть. Нет, сами молодежи. Вот мы вот это и решаем, поэтому количественное, давайте количественно остановимся, на сколько там? 11, да? 17. Вот, нет, поэтому я считаю, не 11, вот, фальсификатов 17. Два предложения. Два человека совет уже есть. По количеству. Аршабаев и я. Омара, давайте не будем. Вот если мы хотим быстрее разойтись, мы это все закончим. Если будем вот так вот перебивать, поступило два предложения по численности совета, по количеству входящих в совет. Это первое предложение 11 человек, второе предложение Смирнова предложил 17 человек. За первое предложение 11 человек в совете. Голосуем. Сколько? Кто за? 11, двое, да? А можно вопрос? Трагическая ситуация. Мы уже голосовали. Нет, просто вопрос. Вот члены совета, да, 17 человек. А вот как всегда бывает, что заместители. No. Нет, это вы назначаете потом. Подберете из этого количества. Да, подберете все работы, это команда. С кем она может работать? 17. Второе. Вот за 11 количество 3 человека проголосовали, да? Второе. Уже 17. Можно вопрос? Да. Можно членство включить член совета представителя Мурагера, там, как юрлицо, от юрлица, потому что от Мурагера кто будет член совета? Это мы будем другим вопросом. Сейчас мы количество членов совета решаем. Давайте так. Вы немного слушаетесь протокол, да? Я бы хотел, чтобы вы услышали. Не отвлекайтесь. Количество вот за первое предложение 11. 3 человека проголосовало. Количество членов совета 17. Кто за? Ну, считайте, у нас Да, только я очень спасибо. Да. Нет, там надо указывать. Если 3 уберешь, то 30 за. И тогда мы уже определили количество членов совета 17. Теперь уже вот состав совета, кого вы предлагаете. А вот еще юридическая сторона вопроса. Вот Жанна у нас, вы все знаете, юрист. Да? Она мне сейчас подсказала, что заместителя мы должны избрать на собрании. Ну это ее. Нет, этого нету такого нигде в уставе. Нигде нет. Из числа членов совета. Да. Не отдельно. 17 утвердили, туда входят и заместители, и председатель сам туда. Можно, да, предложить? Слушайте, а второе переведенное за пределами 17. Да. Это вот тоже Я предлагаю Жанну Успанову с член совета. Потому что, я снимаю кандидатуру. Не, я тоже поддерживаю, потому что... Я думаю, она может отводить, но если большинство выберет, то она должна согласиться. Секундочку, давайте так. Вы
же здесь очень четко как бы определили, что Ашабаеву, моему доверенному лицу, некогда этим заниматься. Так вот, уважаемые, вы оцените то, что я достаточно много сделала для того, чтобы вы подошли к сегодняшнему дню. Да? Мне некогда заниматься, честно, никакими общественными делами. Волей судьбы, как бы, да, мы сейчас вот еще под одной крышей находимся, так я просто ставлю в известность, что еще через полгода у нас и помещение будет здесь на чистом труде. И я не знаю, вот как бы, когда я там, я всегда участвую в мероприятиях, прихожу и так далее, и так далее. Что будет через полгода, я не знаю, по времени. Ну, все знают, я вот уже, Жайсан бывает часто, я в 10 часов вечера ухожу, правильно? Да, я в воскресенье работаю, я в 10 часов вечера, не потому что мне так хочется, понимаете? Поэтому я не хочу быть членом ни совета, ни... Можно маленький вопрос? А если предлагала обидный блок? Нет, я не хочу. Вы взяли самоплод, да? Да, я Хотя это очень жаль, потому что это наш квалифицированный юрист, кандидат юридических наук, и такой человек в нашем совете. Вот тут, Не, ну хотя бы продолжать. Можно ли заручиться хотя бы поддержкой время от времени какой-то, небольшой поддержкой, да? Еще предложение по членам совета. Омар Айшат, включите. Да. Aranızda konversasyon. Предлагайте. Ашербек представляет. Обиден Булат. Семьямен болмайды. Siz болғансыз. Это учредители. Обиден Булат. Член совета. Смирнова. Патрис. Тройка. Продюсер, кто нам здесь на 2 все это реализует? Асель Омар. Напишите Асель Омар. Теперь давайте Омар. Тихо. Вот Гульдифа, я не знаю, может, сюда и пускай подскажет. Тихо. Давайте не превращать. Сейчас я вот предложенный на данный момент. Минутку. Да. Серик Турганбаев, а Ислам Турсунбаев. А он не имеет права, он не европейский. Не, член не председатель. Он может. Как? У нас на выборы не пускали прописки. Нет, подождите. У нас прогнали людей. Вот Здесь наших, это- наших мы пришли, которые живут в Москве. Я кое-что забыла, извините. У нас есть одна активистка, которая всегда нас поддерживает и морально, и материально. Когда проводит посольство, оно не да, Наврузда, даже посольство обращается, и чтобы она отдала юрту, и все эти казахские, оно Киндер, Бигдар, это вот ураз-выды. Когда мы детей собираем, она помогает. Когда Жасманат, она тоже помогала материально. Поэтому я предлагаю вот ее кандидатуру тоже как член совета. Да, спасибо. Это же Виктор, Ерлан. Я постоянно в командировке. Да. Можно, да? Ормасар, да, Куандыкова. Это у него прописка. Нельзя. У Куандыкова есть прописка. Не пустили наши. Я его паспорт проверил. Только сегодня, да? Давайте так. Тихо, минутку. Вот раз. Осындай кемеге наразылық ішінен уважительная причина барды да. Сейчас давайте, чтобы это переголосовок, прочту предложенные кандидатуры, да? Булат предложил Жанну Оспанову, Жанна Оспанова взяла Саматова, Аманага предложил Омар Айшауха, Жолбашты и Орынбасара, да?
Я предложил, как это? Я предложил. Зачитать список. Список давайте, да, зачитаем просто. Орынбасар, Омар, Жауғашты, Нұргүл, Әсел, Смирнова, Оразгүл, Сәуле, Серик, Абу. Bizim Павел семья разумный человек, я его просто не знаю, как зовут. Нет, вот это... Баян. Махмуд. Фамилия директора. Чем больше... Тихо! Давайте тихо. Все вопросы вы потом обсудите. Сейчас давайте предлагать. 17 точно. Хотя работа? А он говорит, давайте я Джалкабаева, профессор. Джалкабаева, да. А вот тоже, давайте научную, Зачем? Амантаева. Не. А вот рядом... Совет Конгресса. Минуточку внимания. Я хочу предложить кандидатуру, вот, к сожалению, не знаю ваше имя и отчество, но мне кажется, Он не хочет. А мне вот рядом Самантаева... Спасибо за предложение. Но я хотел самотвор в связи с тем, что по работе засеку. Давайте так. Минутку. Вы еще не забывайте, что у нас будет больше. У нас будет. Ерназара, да. Минутку. Послушайте. Ерназар. Вы не забывайте, что у нас еще совет старейшин есть. В этом же, это же мы совет, рабочий совет избираем. Вот, а по протоколу вращали еще совет старейшин. Вот председатель совета старейшин Джагин Булат, мен он был. Тогда в этот совет не надо. можно я хочу Зарплата Витина. Да? А у него времени не знаю. Нет, давайте так, Сауля Булатовна. Я понимаю, вы односемейно. Булатов сам должен сказать. Само слово, Сауля. Сауля Булатов все решит. Тихо. Сауля Булатовна. Дело в том, что слово самоотвод, да? А не отвод мужа. Булатов. Да, самоотвод. Все. А Это самоотвод запишешь. Желтоваев. Да посчитаешь, сколько. Жумабек Желтоваев. Жумабек Желтоваев. Куды?